Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев по поручению президента сегодня провел выездное совещание в столице Коми. Главы регионов Северо-Запада, представители федеральных министерств и ведомств обсуждали, как повысить антитеррористическую защищенность. Анна Зубарева знает подробности. Дополнительные меры по повышению на северо-западе страны антитеррористической защищенности. Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательных диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур. Проведение специальной военной операции на Украине сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. Основными целями посягательств украинских диверсантов являются дезорганизация деятельности органов власти и местного самоуправления, устрашение населения, выведение из строя инфраструктуры, в том числе используемой для обеспечения специальной военной операции. Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста. Подрыв газопровода «Северный поток». И это лишь самые крупные инциденты за последнее время. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанесение стратегического поражения России. Несмотря на удаленность от границ проведения специальной военной операции, наш федеральный округ ощутил на себе удары диверсантов и террористов. Особую тревогу власти вызывает использование в преступных целях несовершеннолетних и молодежи. Напомню, в феврале состоялся поджог блоков управления на Калининградской железной дороге всего за 20 тысяч рублей. Исполнители этого террористического, будем так говорить, акта были школьники. Только в этом году зафиксировано 6 фактов поджогов зданий военкоматов. В нашей республике в том числе. А на прошлой неделе совершена попытка поджога здания ФСБ в Усинске. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, в Коми прошли командно-штабные учения. Усилена работа с руководителями хозяйствующих субъектов. В Республике Коми антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов уделяется повышенное внимание. Вопрос находится на моем личном контроле и на особом контроле правительства Республики Коми. Сегодня необходимо работать на предупреждение, говорят собравшиеся в один голос. Уйти от формальных алгоритмов принятия решений. Нынешняя обстановка требует новых профилактических подходов. Во втором квартале этого года вопросы антитеррористической защищенности рассмотрят на оперативном совещании Совета безопасности с его председателем, президентом России. И принятые сегодня решения будут учтены. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.